А чему научились школьники на уроках основы военной службы и ОБЖ? В Ленске это проверили. На военно-полевых сборах организаторы отмечают, с годами уровень подготовки заметно вырос. О том, как ребята окунулись в армейскую атмосферу, в сюжете Вячеслава Пилипенко. Последние штрихи перед началом полевых сборов. Начистить обувь, проверить, все ли в порядке с одеждой, еще раз прокрутить в голове то, чему учили на уроках ОБЖ. Настало время показать на практике свои знания и умения. Для будущих защитников Отечества военные сборы – хороший опыт. Сборы у нас, знаете, традиционные, ежегодные. Это у нас как бы идет закрепление того материала, который дети проходили на уроках ОБЖ, дальше ОВС, то есть основы воинской службы. Там изучают как бы теорию. Здесь закрепление и теоретически, и практически. Показывают свои навыки, естественно, обучаются. Сборы продлились 5 дней, меньше, чем в прошлые годы, но программа осталась прежней. Знакомство с уставами и нормативно-правовыми актами, тренировка и сдача нормативов, неполная сборка и разборка автомата Калашникова, надевание противогаза на время, основы строевой подготовки. Преподаватели говорят, работать с ребятами стало легче, объяснять на пальцах не нужно. Наблюдается замечательная динамика. Это может быть связано с тем, что уже, как говорится, не первый год уже регулярно проводятся эти военно-полевые сборы. И педагоги уже к этому склоняются, как-то детей подготавливают, ребята приходят уже более подготовленные. Но сборы – это не полноценный курс, а лишь возможность окунуться в армейскую атмосферу. Отдельные навыки могут пригодиться и в повседневной жизни в условиях чрезвычайной ситуации. На сегодняшний момент живем в 21 веке, век химического оружия, ядерного оружия. И в любой ситуации, будь даже не военная, а гражданская ситуация, обязательно нужно уметь одевать правильно противогаз, для того, чтобы свою жизнь сохранить. Военные сборы не армия. Здесь и нормативы проще, и командиры относятся более лояльно. Но даже такая упрощенная модель армейской жизни – большой опыт для ребят. Вячеслав Пилипенко, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край».